Бородабата решает, да? Это Бородабата, да? Бородабата. Bakırdı sevgi, elimde canım beni barabar çelge. İlgeri ata babalarımız gelge. Ulutun sülösünde filin. Jesus Mariano Angoi, Giuliano Biletti, Edgar David, Carlos Puyol, Juan Carlos Rodriguez Moreno, Roberto Trasoras, Juan Antonini, Javier Sadiola, Ludovic Giulini, Giovanni Dos Santos, Roger Garcia, Rivaldo, Ofre, Sergio Barjuan, Albert Jorquera, Juan Pablo Sarin, Francesca Coco. Andamese Asian Legends komandası birinci nomerde Zakir Jalilov, Talan Samzaliyev, Ruslan Sıdıkar, Игорь Авдеев, Геннадьевич! Андрей Карпович, Владимирович! Мухсин Мухаммадиев, Сервер Джефаров, Валерий Березовский, Азамат Абдураимов, Давид Лория, Башир Саед, Файзал Халим, Леонид Кашелев, Хуршид Махмудов, Ходадат Азизи, Азамат Ишимбаев, Канат Зардаров, Бахтиер Ашурматов, Айбек Алыбаев, Самат Смаков. Кабирыч! Mandu geçkizleri bilen hurmatlı halayık kalıp. Bizge girip gelgen ertenki geç nersege almaşkız, bağ jetkiz, egemenlik günümüz menen çin yüreğimden barımızdardı kutluktayım. On the eve of the Independence Day in Bishkek. Bu kadamlarımız menen biz bugünkü ösüp gelatkan gelecek yolga. Here are the team lineups for Barca Legends. Number 1, Birinci, Jesus Ngoy Hill. Number 2, İkinci, Giuliano Biletti.
Сонымен достар, Бішкек қаласындағы Спартак стадиондағы матч басталды. Қақпада ұлттық құраманың бұрынғы қақпашысы Давид Лория, орталық қорғаушы Игорь Авдеев кезінде шабуылда өнер көрсеткен, ұлттық құрама сапындағы 6 голдың авторы атанған орталық жартылай қорғаушы Андрей Карпович, және де 88-ші нөмірде универсалды ойыншы Самат Смақов та алаңға шықты. Сонымен достар, гол 27-ші минут. Ривалдо Давид Лория қорған қақпаға гол соқты. 1-0 Барселона аңыздары алда. Достар, Фонбет букмекерлік компаниясы Барселонаның Ла Лигадағы жеңісіне 2.30 коэффициент беруде. Егерде сіз осы командаға сенсеңіздер, төменгі тұрған сілтеме арқылы кіріп, әртүрлі ставкаларды бәс тіге аласыздар. Және де жаңа ойыншыларға 200 000 теңгеге дейін ақша беріледі. Барада промокодын пайдаланып фрибет алыңыздар. Достар, негізі осы матчта бірнеше рет алаңға шығуға болады. Мысалы, Игорь Авдеев бірінші таймда ойнады, содан кейін алаңдағы өз орнын басқа ойыншыға берді. Және қазір 60-ші минуттарда қайтадан алаңға шықты. Мүмкін Андрей Карпович тағы да алаңға шығады, Давид Лория да алаңға шыға алады. Ал қазір қазақстандық ойыншылардан тек қана Самат Смақов алаңда. Қазақстаннан жанкүйер келді. Қасалас газетінен. Қасалас газетінен. Ривалдо қазір бұрыстама допты ұйымдастырады, кішкене ауырлау ойыншы, бірақ та
осы матчта өзін көрсетеді деген ойдамын. Бірінші рет шабуылдады. Давид Лория әзірше қақпада жоғары деңгейдегі ойынды көрсетуде. Негізі достар, осындай жолдастық матчтарда әсіресе егерде ардагерлер алаңға шыққанда тең нәтижелі ойын болады екен. Мысалы 4-4, 5-7, 7-7. Бірақ та осы матчта ничья болмайтын сияқты. Себебі Барселона Қырғызстанда тек қана жеңіс үшін келді. Ривалдо. Чипси, Савьева, чипси! Кепкен жоқ. Давид Лория. Молодец. Ривалдо! Соқпайды пока. Шабуыл және Давид Лорияны бұлайша алдай алмайсыңдар, ол мықты тұрады. Екі мәрте шабуыл жасады. Барселона командасы екеуінде де қақпашының төбесінен допты асырып жібергісі келген еді. Наши братья из Казахстана есть? Здесь! Круто, ассаламу алейкум. Андырысы, Өзбекстандан келген туғандар бар ма екен? Ассаламу алейкум. Наши гости из Таджикистана. Мақұл, Орусия желігесінен келгендер бар ма екен? Россия! Сонымен достар, екінші тайм және де Давид Лорияның орнына енді қақпада Рауль Джалиловтың әкесі, ол кезінде жастар құрамасында ойнаған Немаджан Закиров, Қырғызстан құрама командасының қақпашысы енді Давид Лорияның орнына ойнайды. Савьола бүгінгі күнде голға татықты ойнаған. Сөзсіз түрде гол кіргізіші керек болчу бұл ойыншы. Жана азыркы жаралған мүмкіншілікті дағы 0-ден баштап өзінің қорғону тарабынан тартып топты алып шықты. Ортодон 3-4. Barça Legends командасының кезектегі голын 7-ші номер қатарында ойнауы Barça Legends командасының пайдасына. Ladies and gentlemen, the full-time score is Asian Legends 0, Barça Legends 3. Бар болыңыздар, денсаулықта болыңыздар. Кабирыч, я знаю, что вы фанат Барселоны. С какого времени? Ну, с детского времени, сколько, наверное, себя помню, как, наверное, начал заниматься футболом. Там, не скажу, там, 6 лет, но с лет 10, наверное, с 11, вот так вот являюсь фанатом. И сегодня на поле играл со своим кумиром. Все-таки, как говорится, мечты сбываются, и она и сбывается. Да. Давид сказал после матча, что вы не дали Ривалдо не развернуться, ничего сделать. Да нет, это, конечно, он слукавил. Все равно это товарищеский матч и как бы праздник для болельщиков, но все-таки видно, что это мастера, как они работают с мячом. Конечно, это с другой галактики люди. Не просто так, они становились лучшими в мире и выигрывали все в футболе.
Казалось, что в первом тайме игроки Барселоны специально дадут забить президенту Кыргызстана. Но не забил. Ну, не забил, а там, в принципе, моментов не было. Даже когда мы играли на президента, они там, тот же Пуель просто играл на опережение, играл, просто они не давали играть, просто у них, для них, как бы, все игроки равны. Почему обычно в товарищеских матчах играешь в ничью 4-4, 5-5? Ну, тяжело сказать, наверное. Если европейцы в такие игры не играют. Я только что вам сказал, то, что Пуель, например, не дал сыграть. Президент на опережение играл, поэтому здесь никакой недоговоренности, ничего не было. Как игра закончится, так закончится. А вам каково было играть спустя там какое-то время? Ну, серьезно, если честно, тяжело. Два тайма уже лет 5, наверное, 6 не бегал, поэтому все-таки тяжело, благо, что тренируешься с командой, там поддерживаешь какую-то форму, но все-таки далека от идеальной формы, но все-таки выдержали, как говорится. Если этот ветеранский матч взять и интенсивно с нашим чемпионатом сравнить, где выше? Нет, конечно, интенсивность в чемпионате выше, потому что там играют более молодое поколение, поэтому здесь про интенсивность говорить не надо. Здесь, например, те же игроки Барселоны, они не сказать, что не бегали, у них мяч бегал. У них постоянно мяч был в движении, поэтому мастера есть мастера. Ну а кто поразил больше всего? Жюли, Ривалдо, Савиола? Ну, те же мастера, кто и были звезды, Ривалдо, Жюли, Джованни, Савиола, конечно же, Пуель. Эти игроки Вилетти, которые играют. То есть вот они вот этот центр кружева привели. Во время матча или после матча с кем-то удалось пообщаться, там, переговорить со звездами? Просто во время матча там перекинулись пару фраз, там такие рабочие моменты. И последний вопрос, когда в Казахстане будут матчи такие, правда? Сегодня, мы сегодня сегодня ехали на игру, и мне написал Эстебан Камбьяса, говорит, давай сыграем в Казахстане со звездами Интера, да? Интера. Я говорю, без проблем можем организовать. Да, спасибо. Добрый. Добрый. Ничего, спасибо. По матчу какие впечатления? В первую очередь приятно собраться, приятно сыграть в такой атмосфере, вспомнить вообще, как это было. Полный стадион сегодня, праздник, звезды мирового футбола, это всегда... Это просто счастье. Футбол, вы поймите, что это наша жизнь, это наша молодость, и на поле оказаться, это всегда приятно. В первом тайме была своеобразная дуэль между Ривалдо и тобой. Ну, он звезда мирового футбола. Это люди, которые творили историю, и просто играть на одном поле с ними – это большая честь. Что думаешь, по двум пропущенным можно было вытащить? Если подготовиться, то вытащить можно любой мяч, вы же знаете. Но я знаю, что ты несколько тренировок в составе Женицы успел провести до игры. Да, потому что я после окончания карьеры в принципе в ворота не встаю. Там в прошлом году несколько раз в нескольких матчах, то есть выставочных. Я понимаю о том, что нужно почувствовать. Когда ты становишься в ворота, нельзя полумерами или полутонами выступать. Нужно стараться делать свою работу на 100%. Пиковый Лория 2 мяча вытащил до сегодня? Я не знаю. Это сложно сказать. Это было давно уже, поэтому нужно думать о том, что есть сейчас. А по голу Хуана Пабло Сарина показалось, что ты момент удара просто не видел? Просто мы выходили, то есть из штрафной, из толпы мяч вылетел. Для вратаря это самые сложные удары, когда мяч вылетает из толпы. А для Сэма, я понимаю, это был особенный матч, потому что, насколько я знаю, он фанат Барселоны. Во-первых, он фанат Ривалдо персонально, это его любимец, и он сегодня играл практически все время против него, и практически ничего не дал ему сделать, если быть откровенным. Я думаю, он должен быть доволен сегодняшним матчем. Да? А то, что Роналдиньо не приехал, это плохо? Не, я понимаю, что его все ждали, что так случается. Я думаю, что сегодня достаточно было реально легендарных личностей на поле, которые подарили праздник зрителям. А ты знаешь вот этих вратарей, которые играли в составе Барселоны? Я, конечно, знаю их фамилии, я не помню, то есть их в составе, будем откровенны. То есть мы, если говорим, мы помним Субисарету, помним Вальдеса, помним Рудхеску и так далее, которые более длительное время играли в составе Барса. Но, конечно. Как часто нужно проводить такие матчи, в том числе и в Казахстане? Я думаю, что для популяризации футбола это отличная возможность и возможность вообще для болельщиков увидеть действительно звезд мирового футбола. Мы немножко в Казахстане уже имеем возможность, так как участвуем уже давно в европейских соревнованиях, то есть к нам приезжают действительно звезды мирового футбола в составе сборных, в составе клубных команд. Но я думаю, что
такие матчи нам будут полезны. А помнишь, Ну, например, Камбиасо, увидев то, что мы сегодня играем против Барса Legends, написал: ребята, давайте сыграем в Казахстане против Интера Легенд. Мы сказали, конечно, с удовольствием. ты готов организовать такой матч? Мы всегда готовы, но для этого должно все сложиться. А можешь сравнить этот матч с тем, что было в Алматы, когда Кайрат Борнбай проводил? Когда Я, к Шевченко, сожалению, не Мадунович? участвовал тогда, я же играл в Турции, я не присутствовал тогда, я не помню этого матча. Ну, такие игры что дают ветеранам, прежде всего? Для нас любой выход на футбольное поле – это радость. Для нас любой выход на футбольное поле – это воспоминание нашей части жизни, которая там у кого-то длилась, у кого-то 10, у кого-то 20 лет. Это всегда приятно. Ну а когда еще ты играешь при полных трибунах, то это вдвойне. То есть ты чувствуешь себя счастливым человеком. Барселона решила построить академию именно в Кыргызстане. Почему не в нашей стране? Ну, у меня нет ответа на этот вопрос. Нужны они? Академии? Да. Я считаю, что для развития футбола любые такие академии, то есть они принесут пользу, безусловно. А удалось ознакомиться с инфраструктурой, посмотреть, что там? Мы в Джалалабаде не были, мы сегодня открывали, то есть закладывали капсулу в той академии, которая будет здесь в Бишкеке, но по видео, по тем рисункам, которые нам показали, то есть, ну, это, конечно, грандиозно. Заметно, что футбол в Кыргызстане развивается. Ну, конечно, заметно. Ну, во-первых, вы посмотрите, то есть приходят полные трибуны, это же тоже показатель. Мы же тоже говорим, когда в нашей стране, когда у нас приходят полные стадионы, у нас уже за 2 недели до матча с Финляндией нет билетов на стадион, это же тоже большой показатель. А почему не было наших некоторых легенд, допустим, Нурбола Жумаскалиева или кого-то еще? Ну, я не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что, вы знаете, у нас поколение ребят было очень хорошее, которое любой из них мог бы быть на нашем месте сегодня участвовать, и все было бы то же самое. Сегодня мы, завтра они, то есть мы к этому относимся спокойно. А сколько секунд ты думал, когда тебе предложили сыграть в этом матче? Я переживал только за то, что выдержит ли моя спина, вот и все, после 2 операций. Да, и какие ощущения вот с этой спиной? Ну, сейчас посмотрим, надо остыть сначала. Когда эмоции улягутся, там посмотрим. Давид Лори играл на обезболивающих сегодня? Да. Да? И несколько слов к казахстанским болельщикам. Ребят, нам предстоят очень важные матчи отборочные. Приходите, заполняйте стадион, болейте за нашу страну. У наших ребят действительно есть большой шанс попасть на крупное европейское соревнование. Мы будем все болеть за них, держать кулаки и надеяться, что у нас все получится. Удачи.